Вот и началась зима в Абхазии. У нас она ассоциируется с проливными дождями и влажным воздухом. Очень редко, не каждый год у нас выпадает снег. Но когда все же это происходит, мы, работники телевидения, пытаемся заснять его на видео. И вот сегодня я предлагаю вам посмотреть 5 видеороликов со снегом. Первый ролик был снят давно и назывался «Сухум в снегу». Мы снимали его тогда, когда хотели рассказать о стихийном бедствии 1911 года. Большой снег вошел в историю Абхазии. Народ, только что переживший махаджирство, потерявший большую часть своих людей, был потрясен еще и природным бедствием. На территории Сухума снежный покров достигал до 2 метров, а в горных селениях было и до 3. Погибли люди, пострадал скот, перемерзли почти все субтропические растения. Однако в памяти народа большой снег остался все же как позитивное событие по сравнению с тем же махаджирством. Очевидцы свидетельствуют, что белый покров снега воспринимался как надежда на лучшую, светлую жизнь.
С появлением в телевизионной технике квадрокоптера изменился ракурс подачи видеоматериала. Снег меняет наш привычный ландшафт, приглушает все звуки, меняя акустику пространства. И снова наш любимый Сухум, но уже с высоты птичьего полета.
Следующий ролик мы сняли в Анакапии. Цитадель Абхазского царства возвышается над береговой линией Псырцхи. Место знаковое для абхазов, свидетели их многовековой истории. И возвышенность она выбрана не случайно, ведь с вершины горы можно было увидеть лодки неприятеля за 2 дня до их появления на берегу и подготовиться к бою. И Анакапия достойно отражала нападение врага. Трахейская битва и поражение арабских войск у стен цитадели тому подтверждение. Как-то в одну бесснежную зиму мы поехали на Рицу, чтобы заснять выпавший на озере снег. Однако его было так много, что выше Голубого озера мы не поднялись. Но сама дорога была так сказочно украшена снегом и сосульками, что мы решили запустить коптер полетать в ущелье. И сами горы предстали перед нами как декорации к сказочному сюжету.
предновогоднем месяце декабре мы обычно очень много суетимся, доделываем свои текущие дела, подводим итоги прошедшего года, готовимся к Новому году, покупаем подарки для близких, наряжаем елку и, как всегда, надеемся на лучшее. Завершающим роликом дарим вам эту рождественскую сказку, которую мы всегда ждем, независимо от возраста и пола.